بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Мы хотим сейчас слово предоставить нашему главному казы Российской Федерации Вагиз Хазрату Ярулину. Şunun için bir gün oturabız meşitler günde yaşayan. Bunu biten zamanda sayın ulaşımda meşitler otuldu. Ben imamlar vakıfta 83 yılda Samarkand'da Tunus meşitiydi. Rusya boyunca 90 meşitiydi. Ondan sonra tekstörlük oldu. Allah'a şey yumuşaklık oldu. Yumuşak olandan sonra halklar varsa da onlardan sıcakları olsun ve sorulamışlarlar. Bizden de babalarımız Sovyet vaktinde Beşiktaş'tan gelip otobüste olan meşhedde yeni olanlar bizden miras edip kalınanlar başka bizden ana ayakkabısını bugün Beşiktaş'ta girdik. İleten sadakalarını elbette meşhedi sadakalar kalına salındı. İleten sadakalarını jurnalda yazıp varabız. Şu yazılarını birden gazetede biliriz. Rifat Mehmet'in Müslümançılaştık. Şu meşhurları çalgan vakitte bütün keyin sadakalardan senin başarısın. Мы, мусульмане, проживающие в городе Самаре и области, с возмущением узнали по каналу телевидения «Студия-1» 18 октября 1991 года объявление о том, что 19 октября 1991 года у кинотеатра «Шипка» на улице Старозагора, где намечается строительство соборной мечети, будет митинг горожан, возмущенных строительством мечети. Сейчас выступит его внук, Ислам Хазрат, преподаватель медресе Нур, имам мечети на Малом Тупике, со своей темой «Роль молодежи в формировании мусульманской уммы». Любые глобальные изменения в жизни общества невозможны без участия молодого поколения. И это мы видим на примерах истории. Как общество кардинально меняло свой путь, как меняются общественные строи. Также мы это можем наблюдать на примере нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Когда он начал свой призыв к исламу, чтобы изменить существующий на тот момент языческий и безнравственный строй, изменить мышление и искоренить те жестокие привычки, которые существовали на тот момент, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал акцент на молодое поколение. Эта мечеть и другие мечети в Самаре воздвигались не без труда. Требовалось много сил, чтобы получить разрешение. Также были недовольны, но с помощью Аллаха и усердия наша умма этого добилась. Расих Хазрат Вахазов. Его тема сегодня звучит «Достоинство преподавателя». Во-первых, хочу поблагодарить организаторов данного форума в лице муфтията Самарской области Радика Равгатовича Газизова, директора школы Яхова, потому что я все-таки считаю, что такие форумы они должны быть и почаще, так как каждый год затрагиваются все новые и самые наболевшие темы. Аллах Субханаху ва Та'аля в суре Зумар, аяте 9, говорит следующее. Бисмиллахир-рахманир-рахим. «Куль халь ястави алладина я'ламуна валладина ла я'ламун». То есть, разве могут быть равны в религии, то есть те, которые знают, и те, которые не знают? Умма и нация, она сильна только тогда, когда в обществе есть 4, например, фактора, сильных фактора, которые укрепляют. Это первое – вера в Аллаха, второе – это уважение к илму, к знаниям, третье – это дружба между мусульманами,
И если все это будет, то тогда, конечно же, мы будем с каждым днем расти и крепнуть, расти как на дрожжах, и будем крепки, как иншаллах, стали. Ученый, учитель имеет право, чтобы ты первым поприветствовал его. То есть вот отсюда начинается уважение к устазу, к учителю. То есть иногда люди, когда устаз ругает, учитель ругает, либо какая-то конфликтная ситуация возникает, и дети и их родители делают вид, как будто не замечают учителя. Это очень плохо. Второе. Не размахивал руками перед ним во время разговора. То есть, когда человек будет смотреть со стороны, иногда человек ведет себя так жестикулирует, что смотрящий со стороны, не слышащий разговора, конечно же, будет думать, что он унижен, а ты возвышен. Ни в коем случае так себя вести нельзя, потому что Аллах Субханаху ва Тааля не любит мутакаббиров, возвышающихся. Третий, не подмигивал и не задавал много вопросов. То есть мы должны понимать, что когда учителя очень близко подпускают к себе своих учеников, ученики начинают этим злоупотреблять. И вот это вот достоинство учителя, возможно, тогда и теряется. Не помогать давать ответы. Вот. И чтобы не настаивал то есть и не настаивал. Значит, иногда бывает так, что преподаватель во время урока иногда задает вопрос для того, чтобы разбудить аудиторию, не для того, что не от того, что он забыл. Если бы он забыл, возможно, он и не упомянул бы об этом. И тут появляются какие-то выскочки, например, да, и начинает подсказывать устазу, учителю, что нужно делать. То есть это совершенно неправильно. Поэтому ни в коем случае ученик, шагирд не должен показывать то, что учитель где-то мог заблудиться. Следующее. Не хватал его за одежду, не выдавал его тайны и не порочил его. Как же ученик не будет порочить, когда, придя домой со школы или с мадраса, он будет слышать от своих родителей: «Эй, мулла суляна бутурган булаин шунда! Эй, хазрат шунда суляна булаин!» То есть иногда приходит такое время, у них появляется нужда в этом преподавателе, в этом устазе, в этом учителе. Они приходят: «Хазрат, дай ему наставление». Но как он примет это наставление, тогда как у него всего в памяти, что вы год назад, вчера, неделю назад ругали этого человека. Еще один пункт, который это сейчас молодежь любит употреблять такие иностранные слова, то есть сахих, не сахих, даиф, мауду, то есть салаф салих. Это слова салафу салих, пожалуйста, берите и держите. То есть, если вам очень важно идти по пути праведных предшественников, эти наставления от самого четвертого праведного халифа Али радхиаллаху анху, пожалуйста, берите и соблюдайте. Не считал, 8-й пункт, для себя унизительным служить ему. Поэтому знание — это океан, и никто из этого океана испить не может. Какую-то область, какую-то часть испевают, да. Но тем не менее, если человек поставил на алтарь свое время, свою молодость и изучал, пожертвовал своей молодостью для изучения, мы должны этому дать должное уважение. 9. Если ему что-то понадобится, тебе следует сделать это раньше других. То есть, если вы как только узнаете, что учитель, устаз в чем-то нуждается, вы не должны сидеть, пусть он сделает. Вы должны побежать первым и постараться это сделать. Это наставление от четвертого праведного халифа Али радхиаллаху анху, который говорит: ты победи первым. И ты постарайся получить этот аджр, не отдавай его никому, потому что там кроется большое количество награды. Ученый подобен пальме. Ученый человек, учитель подобен пальме. И человек с терпением должен ждать, когда из этой пальмы что-нибудь для него выпадет. Поэтому аль-уляма варасатуль амбия. То есть можно кун алиман ау мутааллиман ау мухиббан валя такун радиан фатан. То есть будь либо учеником, либо учителем, либо любящим эти две категории. Не будь четвертым, иначе погибнешь. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Аллах привел вас, встретил нас с вами. Альхамдулилля говорим. Альхамдулилля и спасибо тем людям, которые организовали этот форум. Аллах шукр, молодежь тоже пришли. У нас была нужда этим медресе, чтобы дети, молодежь получали образование духовное. Таких не было. Единственное, смотрите, вот, значит, 15 союзных республик, и был одно медресе Мирараб, Бухаре. Представьте, это оставили, потому что исторические медресе, 1000 лет это медресе. Оставили это медресе и принимали с каждой союзной республики одного человека. И Сталин кого призывает, кому обращается? Этим имамам. Эти хазраты делали дела, и наша страна, нашего победили. Немножко начну, наверное, с истории, что строительство медресе, оно началось уже в 1994 году. И в марте 1994 года уже были все оформлены документы на строительство, в которых предусматривалось построить трехэтажное здание, которое вы сейчас видите на территории мечети, Самарской соборной мечети. За основу же, конечно, когда строили медресе, взято было мечеть, то есть что было комплексно, да, видите, что они похожи, да, по цвету, красных отличаются. В строительстве принимало очень много организаций, да, в то время. Альхамдулилля, как бы все работали, все слаженно. И уже 7 марта 2003 года строительство медресе было завершено. Было подписан акт приема объекта государственной приемной комиссии и состоялось уже торжественное открытие, когда уже начали приниматься, альхамдулилля, первые студенты. И цель, конечно же, нашего медресе и на сегодняшний день, это, конечно же, удовлетворение потребностей личных в духовном, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения профессионального и религиозного образования. Наша медресе, альхамдулилля, раббил аламин, изначально всегда имела лицензию, альхамдулилля, каждый раз она менялась по мере необходимости. Сейчас она бессрочная, альхамдулилля, да, но в ближайшее время будет изменены какие-то наименования, иншаллах, и опять будут подаваться документы на переименование и получение новой лицензии. Ислам – это великая мировая религия, утверждающая такие необходимые человеку качества, как любовь к истине и здравомыслие, гуманизм и добропорядочность. А отчизна, Родина, сущность, воплощающая лучшие качества человека к высшей цели. Чөнки мин татар баласы буларак, татар телен яратып, үз телемне сакларга, хәлемнән килгән хәлдә тырышам. Әнинең нинди бурычы тәрбиядә? Гаиләдә төп тәрбияче әни кеше. Әни ул гүзәллек, тәһарәтлек, тиешле киемнәрдә булырга тиеш. Бисмилла әйтеп, бөтен эшен башларга тиеш. Өйдә намаз укылса, Коръән укылса, дустана мөнәсәбәт булса, то есть дружная семья, дружные отношения. Бала фәрештәләр ягындысында үсә. Ана, если будешь слишком крайне относиться ко всему, то проблемы будут возникать и в жизни, и потом в будущем также будут проблемы от того, что ты почему обвиняешь человека в том, что он неверующий, еще что-то. Почему ты воспрепятствуешь поклонению других людей, к примеру, если это религия другая. Поэтому необходимо находить золотую середину и жить в мире и согласии. Альхамдулилля, у нас все возможности для этого есть.